Дарья, поздравляю с выдвижением на «Оскар». Скажите, что вы ощущаете? Спасибо. Прямо сейчас ощущаю немножко такую суматоху, потому что очень много работы связано с тем, с разными интервью и с поездкой предстоящей. Потом мы сейчас летим на Sundance на следующей неделе, на неделю, где будет мой фильм в конкурсе тоже. Что это Sundance? Sundance — это самый крупный американский фестиваль независимого кино. Это большой успех тоже, что фильм взяли в конкурс. Да, и поэтому очень много сейчас каких-то подготовок. И нужно перед Sundance все уже решить, что будет связано с «Оскарами», потому что я потом вернусь на 2 дня в Прагу, и потом мы летим, скорее всего. Вы едете на «Оскар»? Да, конечно. А вы едете большой командой или? Ну, пока сейчас это обсуждаем, это будет зависеть от того, сколько у нас будет возможности привести людей на ту церемонию, и от этого все зависит. Я посмотрела трейлер фильма, надеюсь, вы увидите его полностью. Вы рассказываете, говоря таким языком, о простых человеческих истинах. Ничего замудренно сложного в той истории, которую вы пересказали, нет, потому что сегодня анимационное кино тоже принято передавать какие-то очень сложные сюжеты, там есть и криминалы, и война, и все что угодно. Но у меня возникло такое ощущение, что все-таки ваша история могла зацепить критиков и аудиторию именно потому, что, наверное, существует какой-то дефицит в искренности. На самом деле, может быть, есть какой-то дефицит в искренности, но я думаю, что главное, что затрагивает и критиков, и зрителей, которые видят мой фильм, и я общалась со зрителями в целом свете, в разных странах, это история именно семейных отношений и фильм о семейных ценностях и о том, как важно поддерживать отношения и сохранять отношения между родителями и детьми, как важно прощать друг друга. И я думаю, что этим фильм довольно универсальный, но я думаю, что не только этим мой фильм заинтересовал такое огромное количество людей, а и тем, как он рассказан, и тем киноязыком, потому что я использую такую эстетику более документального кино, когда той документальной атмосферой я стараюсь погрузить зрителя больше в ту историю, чтобы зритель проживал эту ситуацию больше. Я использую ручную камеру, которая больше используется как раз в документальном кино или в игровом кино. И я думаю, что и история, и то, как она рассказана, работают вместе. Я где-то читала, что вы сказали, что вы работали над этим фильмом где-то 3 года, то есть вы вынашивали идею, да? Нет, работала над фильмом 1,5 года, но идея была написана еще на вступительный экзамен на ФАМу, но я написала эту идею и оставила ее, потому что 2 года потом было очень интенсивное обучение на ФАМу. А потом, когда уже на конце 2-го курса мы уже должны были думать, о чем мы будем снимать бакалаврский фильм, я вспомнила о своей этой идее и подумала, что она до сих пор мне интересна, и стала на ней работать уже интенсивно потом. Технически, вот как вы это сделали? Делали ли вы эти игрушки сами своими руками? Мы смотрели с друзьями, кто-то сказал, что там папье-маше использовано. Как это сделано? Это были куклы профессиональные и сделанные профессионально для того, чтобы снималась анимация. Внутри этих кукол профессиональный скелет, который позволяет анимировать движение профессионально. И как раз этот скелет нам сделал единственный человек, пан Милан Винш, который в Чешской Республике этим занимается. Он действительно огромный мастер. Из чего они сделаны? Именно как раз этот скелет, он сделан из различных сплавов металлов, и там серьезная технология. И там важно именно, чтобы там были суставы, и чтобы они очень плавно двигались. А потом весь фильм, он сделан из папье-маше, но, скорее всего, я делала декорации из дерева, и потом покрывала папье-маше, и потом красила краской. А куклы, тоже головы сделаны из дерева и покрыты папье-маше.
ну, а тело сшито из разных материалов. Наверное, сложно приводить их в действие, да? Одноминутный сюжет за какое время снимался примерно? Анимация, да, это очень долгий процесс, да. Потому что анимация, именно стоп-моушен, кукольная анимация, возникает тем, что, проще элементарно говоря, что это набор фотографий. То есть аниматор сделает фотографию какой-то позы куклы, потом немножко изменит эту позицию, снова сделает фотографию, и таких фотографий 24 в 1 секунду. Но в среднем, если считать как бы очень усредненно, то аниматор за 1 день работы, 8-часовой рабочий день, снимет приблизительно 6 секунд. Ого, большой труд. Дарья, вы приехали в Чехию с целью учиться 5 лет назад. В вашей речи вы выступали, когда вы победили студенческий «Оскар». Вы как раз это подчеркнули, что 5 лет назад я только вступила на эту землю, и уже я стою здесь. Это действительно большой, ошеломительный успех. За это время вы не только выучили чешский, вы не только учитесь в хорошей кинематографической школе, но вы еще привели страну, Чехию, приблизили ее к «Оскару». Скажите, вы считаете, что это история успеха мигранта? Конечно, это история успеха, и я очень рада, что это история обо мне. Но вы себя ощущаете мигрантом в Чехии? Но мигрантом в каком смысле? Мигрантом, то есть вы все-таки не чешка еще, вам обещали, я так поняла, с гражданством помочь, благодаря вашему труду уже. Но вы себя ощущаете здесь своей или все-таки еще не до своей? Я как-то не задаюсь этим вопросом, скорее я могу сказать, что мне комфортно здесь работать. У меня есть возможность здесь делать свои авторские фильмы. И в Европе в целом прекрасно работает система грантов и поддержки от фондов кинематографии. В Европе также замечательно работают копродукции между разными странами. И уже на следующем фильме, уже на стадии подготовки сценария нас поддержал фонд кинематографии чешский. И уже есть интерес о международной копродукции от разных продюсеров международных. И, соответственно, для меня это прекрасная возможность здесь работать и реализовать свои какие-то творческие идеи. Вы родом из Таджикистана. Я уверена, очень многие сейчас именно из Таджикистана будут следить за вашим творчеством. Они многие рады, я знаю по комментариям. Вас поздравляем. Расскажите об этом. Я знаю, что вы там недолго прожили после рождения, но все-таки кто ваши родители? В какой семье вы выросли? Вся наша семья, мы русские. И... Вы из Душанбе? Да. Я родилась в Душанбе, мои родители тоже родились в Душанбе, но наши родители моих родителей переехали в Душанбе, в Таджикистан во время разных переездов во время Советского Союза по направлениям после учебы или по направлениям по военной службе. Ну и таким образом как бы так сложилась наша семья, что вся семья жила в Душанбе. Они где работали? В сфере кино родители? Нет, родители, у них как раз именно техническая профессия и не связанная ни с кино, ни с искусством. Но мой дедушка, папин отец, он работал в сфере музыки, он играл в оперном театре в Душанбе на контрабасе и делал скрипки, был скрипичный мастер, был настройщиком фортепиано. Как его звали? Петр Павлович Посевин. Да, и таким образом тоже я связана с музыкой, потому что и благодаря дедушке, и как раз моя тетя, папина сестра, она играла на фортепиано и была педагогом фортепиано. Тоже в Душанбе? Да, в Душанбе. Таким образом, как бы я пришла как-то к музыке и тоже играла на фортепиано и окончила даже училище в Москве. Но когда мне было 4 года, мы вынуждены были уехать из Душанбе и переехали в Валдай, маленький город между Москвой и Петербургом. А вы помните свое детство в Душанбе?
ну, очень отрывочные. Я думаю, что, может быть, где-то это моя фантазия, но какие-то воспоминания есть. А что именно? Я помню просто такие вещи, как двор у бабушки. Где вы жили, кстати, вы помните? Я, честно говоря, вообще не Уже помню. не помните. Вообще Хорошо. не помню. Вы помните двор, дети? Помню просто какие-то большие платаны, много растительности, балкон бабушкин. Такие. А родители потом, после переезда в Алтай, вот как-то вы вспоминали Таджикистан? У вас эта тема присутствовала дома? Ну, конечно, я думаю, что родители, поскольку они родились в Таджикистане и из южной страны, из столицы должны были уехать на север, и я думаю, что, конечно, это была большая перемена, и моим родителям было уже за 30, когда они переехали, и это, как бы, естественно, для человека серьезный этап в жизни. И как раз это было сложное время перестройки. Но поскольку я была маленькая, не знаю, мы как-то об этом не говорили. Я помню, просто мое детство уже было в России. Я помню больше, конечно, детства в России. Из Душанбе я помню очень мало, отрывочное и немножко в таком тумане детском. Вы человек творческий, и творческому человеку всегда в любой момент может прийти какая-то сумасшедшая идея. Вы допускаете, что когда-нибудь вы как-то заинтересуетесь, допустим, таджикской классической литературой, и эти образы смогут занять место в вашем творчестве? Ну, я открытый человек, ни на что не говорю «нет». И я открыта к любой литературе, к любому творчеству и народному. Увидим, не знаю, увидим, не могу ничего сказать. Но я читала в одном вашем интервью о том, как вы искали себя, как вы нашли себя в музыке, но потом вы решили заниматься совсем другим. И, допустим, то, что вам было немножко тяжело жить в Москве, несмотря на то, что вначале вас туда очень тянуло из маленького городка. Почему это важно? Вот почему вот этот комфорт творческий и местоположение вам важно? Я вот боюсь задать этот вопрос, потому что я знаю, что вы можете сказать, что это не было вашим местом. Но как вы думаете, если бы вы остались в Душанбе и жили бы в Таджикистане, вы бы смогли реализовать себя в качестве мультипликатора? Я ничего не знаю про Душанбе и про Таджикистан, потому что действительно я была очень маленькая. И как бы после того, как мы уехали, ну, лично я ничего не знала ни об этой культуре, ни о том, какие там возможности. Поэтому абсолютно не могу в этом, некомпетентна в этом вопросе, скорее всего. А с Москвой сложилось так, что просто Москва, она немножко слишком перенаселена, и эта атмосфера именно перенаселения и перенапряжение, потому что это дорогой город, и это очень дорого там жить и существовать, и это было для меня сложно. И потом мы с мужем стремились поехать в Европу, потому что нас интересует европейский кинематограф, и не стоял вопрос лишь бы куда-нибудь поехать из Москвы. Мы хотели поехать в Европу, и мы знали о ФАМу, что это очень известная престижная школа, и мы знали, ну, не то что лично, но знали многих выпускников ФАМу, режиссеров, зная их творчество. Поэтому как бы скорее направление было на Запад. У вас есть какая-то мечта сделать такой мультфильм? Вот я знаю, что этот мультфильм, он для людей мыслящих, для людей, которые собираются брать для себя что-то важное в этой жизни. Это не простой развлекательный мультфильм, который нацелен на детей младшего возраста. Есть ли у вас задумка или мечта какая-то создать такой мультфильм, который бы носил популярный характер? Я думаю, что любой популярный фильм может быть тоже одновременно для людей мыслящих, и это здорово, если возникают такие фильмы, которые будут интересны широкому кругу зрителей. Но скорее я в меньшей степени думаю о том зрителе, когда я пишу сценарий. Скорее, когда я пишу сценарий, для меня важно именно самовыражение, да, и какая-то саморефлексия. И
Конечно, я не делаю фильм только для себя. Я думаю в какой-то момент о зрителе, будет ли он понятен, но скорее это на стадии уже подготовки к съемкам и больше всего на стадии монтажа. Но если так говорить как бы в общем, во-первых, я не думаю, что, например, детские фильмы, они для... Я не думаю, что дети глупые, я думаю, что дети очень умные и очень чувствительные. Если говорить о фильме для детей, я не отвергаю эту возможность сделать фильм для детей, но в то же время я хотела бы делать фильмы для детей, которые бы их развивали и их как-то побуждали к тому, чтобы они думали, размышляли, и при этом почему бы и не развлекали. Ваши планы после дочери? Сейчас я учусь на магистре на ФАМ и уже работаю на своем следующем фильме, который будет магистерский фильм. Это будет короткий анимационный фильм, и я буду экспериментировать снова с техникой и совмещать кукольную анимацию и живую акцию, и буду работать с актером в анимационном фильме, что снова немножко такая... Я забыла русские слова, что снова это сложность и да. Удачи вам, спасибо большое за беседу.